Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема у нас звучит так. Кто за вами следит? Кто за вами наблюдает? Кто эти люди и с какой целью они ведут свою слежку? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я думаю, все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, помните, что отсыпочка у нас общая, но раз вы на нее попали, здесь есть для вас очень важная и ценная информация. Давайте, мои хорошие, пойдем по порядку. Кто у меня сейчас в отношениях? То есть вы в отношениях, может быть, замужем, может быть, просто общаетесь, встречаетесь. Мужчина, с которым вы вместе, у него большое желание контролировать все процессы, что происходит с вами и в вашей жизни. Важно понимать ваш круг общения, круг ваших интересов. И даже хотелось бы знать о ваших заветных мечтах. Мужчина постоянно вас изучает. Знаете, прям подсматривает. Вы что-то делаете, он так украдкой может из-за угла, из-за двери подсматривать. Вы на что-то в телефоне смотрели, положили телефон, отошли, например, допустим, на кухню, да, он сразу же подбежит и посмотрит, а что вы там делали, какие сайты посещали, с кем вы общались, что за переписка у вас была. То есть такое, знаете, шпионство происходит постоянно. Не с целью выявить какой-то негатив, а наоборот, с целью узнать вас лучше. Вот как говорится, чем живет человек, чем дышит человек. Вот прям жажда знаний происходит. Понятно, когда люди только лишь встречаются, желание угодить, да, знать, какой ваш цвет любимый, какие цветы вас радуют, каких подарков вы хотите. Это понятно. Для тех, кто недавно сошелся, тут в принципе ничего крамольного нет. А для тех, кто живет давно вместе, да, девочки, ваш мужчина, он вас не знает. И каждый день вы подкидываете ему сюрпризы. И каждый день он ходит как, обухом по голове ударенный и думает, как так? Вот живем 20 лет, а она вот взяла и такое выкинула. Оказывается, я совершенно ее не знаю. А что мне от нее ждать дальше? А что будет? Что-то я не готов, да? Оказался не готов. Вот. Вы, кстати, умеете взорвать мозг, и вы этим очень эффектно пользуетесь. Вот. Особенно, что касается мужчин, что касается отношений между полами. Вы взрываете мозг мужчинам, будь то ваш мужчина, будь то какой-то посторонний, чужой мужчина. Шок. Идет шок от вас. Этот шок, он не пугает, наоборот, он восхищает. Это как адреналин. Считайте, что вы для противоположного пола такой адреналиновый укол. Понимаете, вот так вы их будоражите, мужчин. Наблюдение есть. Есть, и тут никуда от этого не деться. Какой бы там уровень доверия, например, в семье бы не был, все равно мужчина будет искать, я бы даже сказала, рыскать, да, информацию о вас. Важно знать, интересно знать. Это, как, знаете, вот затягивает, как интересная книга. Затягивает. Хочется читать, наслаждаться тем, что ты получаешь. Каждый раз, действительно эмоциональный взрыв происходит. Что касается ревности, я вижу, здесь кого-то ревнуют. И причем ревнуют после недавнешних каких-то событий. Что-то вы мужчине своему сказали, либо как-то вы поступили. Может быть, даже с кем-то сравнили этого мужчину. И он прям, знаете, критику не понял.
ну, совсем даже не понял, что вы ему сказали, но у него вот голова сработала на то, что у меня есть конкурент, 100% есть, значит, что-то она там себе, запасной вариантик нашла, да, запасной аэродром, надо найти этого человека и принять меры. Но это вот у единиц отыграется. Он пусть ищет, девочки, все равно ничего не найдет. Даже если у вас и есть любовник, но вы не так просты, да, чтобы все это выставлять на показ. Да, обломается, еще прощения просить будет. Так, за вами наблюдает какая-то женщина. Женщина, для которой вы являетесь, на ее взгляд, на ее мысли, вы являетесь для нее угрозой. Вы эту женщину, ну, либо совершенно не знаете, ну, может быть, пару раз видели. Смотрите, вы о ней совершенно не думаете. У вас нет мыслей об этой женщине в голове. А вот у нее какой-то непрекращаемый поток. Она вас боится. Может быть, это жена вашего начальника. Может быть, это ваша какая-нибудь соседка, да, с тяжелым браком. Может быть, какой-то случай произошел, да, где вы там познакомились с какой-то семейной парой, либо где-то рядом находились. Вот. У женщины просто панический страх, желание про вас знать, желание дистанцировать свою семью, там, своего мужа от вас. И сделать-то она ничего не может. У нее такие мысли, знаете, как там обратиться к гадалке, либо нанять детектива, да, чтобы за вами последить. Интересная, конечно, ситуация. Я так понимаю, что вы даже вот, если я вам ее опишу, вы все равно не поймете, кто она. Для вас она никто. Просто как безликий человек, да. Кто-то был, вроде как что-то видели, а вспомнить вы ее все равно не вспомните. А она прям, видите, какая вся возбужденная, думает, что сделать, как поступить правильно. Но мой вердикт, скорее всего, пойдет гадалки. Если гадалка добросовестная, я так понимаю, что ее успокоит. А если нет, наверное, втянется в какую-нибудь переделку, да, там, где ей будут всякие предлагать средства магической защиты и прочее. Это уже ее проблемы. Ничего негативного она вам не несет и не делает и делать не будет. То есть вам ее бояться не стоит. Если у вас действительно роман с женатым мужчиной, если есть такое, да, девчоночки, эта женщина, кем бы она там, женой, спутницей, бывшая, кем бы она ни была, она вам не угроза. Она ничего с вами, либо вам сделать не сможет. То есть какой-то уже заведомо проигрышный сюжет идет, именно для этой женщины. Так, какие-то родственники за вами, не то чтобы следят, наблюдают, но очень интересуются вашей жизнью. Знаете, какая цель? От вас что-то скрыть. От вас какие-то ваши родственники что-то скрывают. Им очень важно вас куда-то не пустить, либо до чего-то не допустить. Я бы на вашем месте проверила всякие, не знаю, завещание, да, либо наоборот человек в плохом состоянии хотел бы с вами повидаться, вот, а от вас это скрывают, да, что человек болеет, либо от человека, например, тоже говорят, что ой, нет, она не хочет к тебе приезжать. Вот, такие моменты тоже могут быть. Поэтому лучше проверьте. И если какие-то завещания, либо кто как себя чувствует из ваших пожилых дальних родственников. Возможно, человек хотел бы вам что-то подарить, какую-нибудь там, допустим, семейную реликвию, да, семейный там оберег, допустим. Такое серьезное родовое наследство. А те, кто с ним рядом находится, это знают и хотят этого не допустить. И поэтому вам не сообщают, что вас человек ждет, зовет. И тому человеку тоже ничего не говорят, либо говорят, что нет, вас найти невозможно.
Обзвоните своих дальних родственников, поинтересуйтесь, что происходит, где что случилось за последнее время. Вот такой момент может быть. Здесь, знаете, как жадность все-таки, жадность, нежелание либо делиться, либо чтобы вам что-то досталось. Это очень плохо, так нельзя, особенно среди родственников. Кстати, это очень сурово наказывается высшими силами, когда в семье среди родственников вот такое случается. Это не для всех, это для кого-то исключительно, но тем не менее, это показали, значит, это очень важно, я должна вам об этом сообщить. Следующий момент. Женщина одинокая, я так понимаю, что это соседка, она именно наблюдает и днем, и утром, и вечером, и еще и прислушивается, да, что там у вас происходит за стенкой, либо за вашей дверью входной. Женщина маленького роста, сухенькая такая, прям сухенькая. Женщина, она то ли с каким-то заболеванием, либо у нее уже диагноз есть, либо в ближайший год, да, ей поставят этот диагноз. Да, это серьезное заболевание. Похоже, но я не психолог, я в этих не разбираюсь в заболеваниях, но вот как я вижу, что человек просто теряет логическое мышление, и человек начинает видеть и думать то, чего нет. Ну, то есть она считает, что все какие-то там враги, что кто-то хочет ее, например, там убить. Но если вы психологией занимаетесь, разбираетесь, вы напишите в комментариях, как называются такие состояния. Вот у нее паника, у нее страх, и она действительно верит вот в эти свои мысли и фантазии. Но вот как будто бы весь мир против нее. Да, все хотят ей, там, не знаю, зла. Вы с этой женщиной, ну вот я вижу, что вы общаетесь, либо просто здороваетесь. Вы очень человек такой хорошо воспитанный, и вы доброжелательный человек. Она вам отвечает. В принципе, отвечает нормально, то есть ее не заподозришь. Но, девочки, то, что происходит у нее внутри, это ужас. Просто ужас. Она может сделать что угодно, понимаете? Она вот со временем будет становиться опасной. То есть она может обратиться в полицию, сказать, что вы хотели, например, ей причинить какой-то вред. Она может, ну, я не знаю, что-нибудь сделать похуже, да, там, кинуться даже может, понимаете? Вот. Явно что-то прогрессирует у нее в голове все темное и такое, знаете, но это не сущность, это действительно какое-то заболевание. Вот это болезнь, помутнение идет, полнейшее помутнение. Помутнение. Жаль, конечно, это ужасно, когда люди теряют разум, но вот очень похоже. Вот. Она может быть опасной, она за вами следит. Ну, не только, кстати, за вами следит, и за другими следит. Вот. Вы поаккуратней. И если есть у этой женщины родственники, и если вы уже замечали какие-то изменения, отклонения у этой женщины пожилой, вы поговорите с соседями, может быть, нужно принимать какие-то меры. Просто эта болезнь начинает прогрессировать и запускаться. У кого есть дети, но это да, это действительно очень опасно. Очень опасно. Понятно, что если человек недееспособный, получается, да, то есть и даже к ответственности невозможно привлечь. Вот, вред может причинить, да, какие-то неприятные моменты может причинить. Почему-то кажется, что она где-то внизу живет. Внизу, вот по отношению к вам вниз идет. То есть у нее там прям наблюдательный пункт на окне, либо на балконе, вот где-то она прям живет. У нее там все приготовлено, она там часами сидит и выслеживает, высматривает. Но что мне очень не понравилось, то, что она может какие-то доносы делать неправдивые, понимаете, вот это опасно. Пока там люди разберутся, кто здоровый, кто больной, вот, могут быть неприятные моменты. У кого такая женщина невысокого роста и такая сухенькая живет в доме и ведет себя в последнее время подозрительно, здесь нужно принимать меры.
созывать соседей, либо, если есть у нее родственники, обращаться к этим родственникам. Но мне идет, что она одинокая. Либо живет одна, либо в принципе одинокая. Это может быть опасно. Так, следующий момент. Для тех, кто работает. Сейчас я расскажу для тех, кто работает в коллективе, и потом расскажу для тех, кто работает сам на себя. Для тех, кто работает в коллективе. Разговоры о вас ходят, разговоры постоянно обсуждают ваш макияж, обсуждают ваши наряды и обсуждают то, как вы общаетесь, допустим, с начальством. Либо кого-то отыграется, что обсуждают, как вы общаетесь с мужчинами. То есть есть такие две паршивые овцы в вашем коллективе, которые завидуют вам очень сильно, и которые пытаются людей, других ваших сотрудников, коллег, настроить против вас специально. У вас очень хороший авторитет, о вас люди очень хорошего мнения, вы очень отзывчивый человек, профессиональный, доброжелательный. Им это не нравится. Они на вашем фоне, действительно, как какие-то драные козы выглядят. Поэтому думают, меняться мы не хотим и не будем. Это наша суть. Мы лучше обгатим эту прекрасную женщину. Пусть все ее ненавидят, зато мы тут получше на этом фоне будем выглядеть. Такое бывает. Бывает, вам не повезло. Такие нехорошие коллеги попались. Что интересно, одна из этих женщин, она с вами часто общается. Она часто на какие-то вас разговоры выводит, разговор вообще не по теме, либо разговор на какую-то отвлеченную тему, которая вам не интересна. А она все время спрашивает, а что ты думаешь, а твое мнение, как ты считаешь? Как будто бы она вас, специально пытается в какую-то передрягу затянуть, чтобы потом вас обвинить и сказать, а она про начальника говорила плохо, либо она о ком-то плохо отзывалась, либо у нее мнение расходится с мнением коллектива. Ведьма она, давайте ее тут заклеймим. Понимаете, какое-то желание вас в чем-то подловить. И такая женщина, она темноглазая, у нее глаза темные. Бегают, кстати, глаза. Когда разговаривает, у нее глаза прям бегают. В одну точку не смотрят. То есть она не может смотреть глаза в глаза. Вообще избегайте на работе таких темноглазок. Избегайте. Здесь действительно могут очень сильно подставить. Одно неосторожное слово, либо какое-то высказывание, вы даже об этом и не думаете, просто, знаете, как с языка сорвалось. Сказала, не подумала. Может какой-то даже скандальчик раскрутить. Вам это ни к чему, поэтому избегайте. Если надо поговорить, говорите либо на отвлеченные темы, готовить, стирать, убирать, либо на профессиональные, что касается вашей работы. Старайтесь ни с кем не обсуждать начальство, либо своих коллег. Даже если очень хочется, не надо. Лучше дома с близкими пообсуждайте, либо с подругами, друзьями, кто не работает вместе с вами. А на работе лучше этого не делать. Так, для тех, кто работает сам на себя. Чем бы вы ни занимались, каким бы видом деятельности вы ни занимались, подражание, плагиат, копирование и даже воровство. Люди наблюдают, люди следят, отслеживают под разными именами, лицами. Даже могут подсылать к вам, чтобы, скажем так, побольше узнать и побольше скопировать у вас. От этого никто не застрахован. Это просто повсеместно, потому что глупых людей очень много. Они не желают ни учиться, ни развиваться. Им главное в легкую заработать, либо чего-то добиться. Кстати, я тоже от этого страдаю. Видите, у меня надпись над Назаром. Воруют, копируют, плагиатят. Даже не заморачиваются на том, что они делают. Убогие, что скажешь. Это их проблема, скажем так. У меня стоит оберег. Я тоже вам советую ставить обереги и ставить такие, как у меня. Мой оберег, он рабочий. То есть, кто у меня берет один
13 отдает. Это моя цена за то, что они у меня берут. Вот, вы можете назначить свою цену, вы можете обратиться к мастеру, вы можете, если обладаете знаниями, возможностями, поставить такой оберег и на себя, и на свою работу. Я не советую с этими людьми бороться, не советую там призывать их к ответу. Это такое, знаете, дело муторное. Очень сложно права свои, скажем так, восстановить, добиться своего права. Это очень сложно, по времени очень долго. А вот такой рабочий оберег, как у меня, он очень классно работает в плане того, что это, считайте, как дополнительный заработок, да, дополнительная монетизация идет. То есть человек взял у вас, а вы, назначая свою цену, забираете у него. Вы можете поставить оберег на что угодно. Вы можете запросить в уплату что угодно, начиная там, от здоровья, счастья, там, любви, удачи. Да? То есть что угодно вы можете запросить. Что угодно. Это ваш выбор, это ваше право. Это не грех. Не грех. Грех — это воровать. Грех — это без спросу брать. А когда вы назначаете цену, то есть вы как публикуете эту цену, вы когда прописываете, да, даже просто рукой дома на бумажке написала, все, это уже прописала. Вы заявляете цену своего труда. Если кому-то хочется воровать, да пожалуйста, только плати. Плати и все. Вот, это очень классно работает. Я советую, очень советую. Тратить нервы на этих людей не советую. Их будет еще больше и больше со временем становиться. Подумайте сами. Подумайте сами. Намного проще у них брать. Они берут у вас, а вы берете у них. Назначьте свою цену и берите. Вот. Вы очень хороший профессионал. И на протяжении всей вашей деятельности, а она будет очень долгой и успешной, вы будете с этим встречаться. Тут уж ничего не поделаешь, не поделаешь. Слишком много вот таких хитрожопых и убогих, да, которые ничего, никчемные люди, никчемные. Все, что они могут, это вот скопировать, подстроиться или своровать. Их очень много. Всем им больше не объявишь, а смысл в этом. Лучше берите. Берите, монетизируйте, будет вам дополнительная как и прибыль, и позитив, и возможность. Да? Если надо, поищите специалиста, который поставит вам такой оберег. Если себе верите, чувствуете свою силу. Я думаю, что каждый человек за себя знает. Назначьте свою цену, напишите ее. Так что ставьте себе обереги, и все будет хорошо. Так, еще момент. Кто за вами наблюдает? Новый мужчина какой-то за вами наблюдает. Вы с этим мужчиной не знакомы, вы не общались. У вас нет памяти об этом человеке. На глаз он вам не попадался. А вот он вас видел. Он вас видел, и он о вас думает. И он за вами какую-то слежку ведет, какое-то наблюдение. Либо в соцсетях. Мужчина может быть по чужим никам, да, может быть у него там на этой аватарке там девушка, да, либо цветочки, либо закат. А на самом деле это мужчина, который за вами следит, наблюдает, просматривает ваш профиль, ваши фотографии. Либо человек, который вот где-то, да, имеет возможность вас видеть. Может быть из окна своего офиса, либо из окна своей машины, там, автомобиля. Следит за вами человек. Очень вы ему нравитесь, но у него сейчас нет возможности к вам подойти и с вами познакомиться. Просто заговорить даже не может. Какой-то у него там очень серьезный блок, и как будто бы руки связаны, вот чтобы к вам подойти. Не может он с вами познакомиться, но за вами наблюдает. Очень наблюдает, интересуется, и прям, знаете, уже как... извините, зависимый человек. Для него очень важно вот, да, видеть вас, либо получать какую-то информацию о вас. Да, мои милые. Так, и еще, вот у кого родители беспокойные родители, очень переживают за вас, за вашу жизнь, за ваше будущее, за то, что вы не прислушиваетесь к ним, за то, что слишком самостоятельно живете своей жизнью.
Ну, либо просит кого-то из соседей на вас доносы делать, да, что там у вас происходило, как вы там живете, чем занимаетесь, либо просят кого-то из ваших друзей, да, вот прям мама вашей подружки говорит, ну, блин, ну расскажи мне, ну я так переживаю, она от меня скрывает, у меня же материнское это сердце все чувствует, ну подскажи. И ваша подруга, например, может какие-то подробности вашей жизни маме вашей рассказывать у вас за спиной. Ну это не со зла, это забота, это любовь. Это желание быть в курсе событий, да, и в случае чего подстраховать и защитить. Ну, это мило. Это мило, хоть и неправильно, но тем не менее, это от добра, от доброго сердца идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.